Живем сейчас вот такое время, там стрессы постоянно, перегрузки, разгрузки, ну не только учителей, а у людей, которые непосредственно контактируют с людьми. Это можно было бы даже и расширить, вот этот вот перечень. В этом ничего такого нет, никаких нарушений, ни прав человека, ничего, я думаю, там особой трудности нет, раз в 5 лет пройти вот эту экспертизу. И родители будут спокойны. С современными детьми, я считаю, надо. Ну, потому что они их так достают, что эти интернеты, эти гаджеты наших детей настолько развратили, что, извините, если ученик может поднять на педагога руку или там, извините, матом говорить, это ненормально. Это пробел в семье, а семья тоже не справляется. Мне просто жалко, пока не поздно, пусть педагоги уходят из своей профессии. Это мое личное мнение. Пока они дуриками не стали. Мне их очень жалко. Сейчас им подняли за классное руководство 5000. Это тоже небольшие деньги. Я считаю, врачи и педагоги – это самый незащищенный слой нашего общества. В связи с их работой, тяжелая работа, ничего не скажешь, молодежь сейчас очень такая, всякие встречаются детки, и, конечно, учителям очень тяжело работать с такими детьми. Может быть, да, и нужно проходить. Вы знаете, у каждого человека могут какие-то быть отклонения, да, согласитесь. И если это выявить на ранних стадиях, может, это даже поможет человеку. И не будет каких-то конфликтов с учителями. Я думаю, да, обязательно. Ну, как бы знать, что с кем мои дети учатся, кто их учит, как они развиваются, что... Думаю, так будет лучше. Я не знаю периодичность какую, но иногда бывают неадекватные учителя тоже. Может быть, в соответствии с тем, как они ведут себя в школах с детьми, может быть, иногда и надо бы проводить. Вот. Всех под гребенку, наверное, нельзя, а вот кто вызывает какие-то сомнения, может быть, и надо. Допустим, если кричит на детей, если рукоприкладством занимается, если ведет себя в некоторых моментах неадекватно. Я только за. Ну, как почему? Потому что у учителей за 5 лет психика нарушается. И бывает такое, что потом недоразумение бывает не только с учениками, но даже и с родителями. Я думаю, что это мнение правильное, потому что работа и с учениками, и с молодежью, она имеет очень большую психологическую нагрузку, и эмоциональную тоже. Соответственно, очень страдает нервная система, которая расшатывается, и человек сам может не замечать своего состояния. Поэтому человек извне, то есть доктор, он имеет право, или психолог, посмотреть и решить, есть ли возможность дальнейшей работы. Потому что это стресс и для самого преподавателя, и если что-то не так, для студентов и учеников. Некоторые учителя, они, можно сказать, они какие-то больные, если честно. За деятельность в школе человека изнашивается организм, и как бы нужно поддерживать свое психологическое состояние, извиняюсь, проверяться регулярно, так как бывают проблемы дома у учителей, иногда они вымещают злость на учениках. В нашей стране в последнее время принимается очень много законов и поправок к ныне действующим законам. Но я думаю, что не все эти законы, так сказать, адекватны. В нынешней обстановке, судя по тому, как сейчас наша молодежь себя ведет и как бедным преподавателям приходится маневрировать и стараться подстроиться под нынешних молодых людей. Если уже речь зашла о том, что, допустим, они себя как-то неправильно или неадекватно ведут по отношению к ученикам, значит, видимо, ученики провоцируют какие-то ситуации или столкновения, да? У них довольно-таки сильная психическая нагрузка, дети разные, и, в принципе, как бы я считаю, что в целях профилактики это вполне нормальное и необидное как бы занятие. То есть каждому врачу, учителю следует обратиться к врачу, ну, в целях просто обычной профилактики, как бы, и не более того.